С наступлением священного месяца жители Ингушетии начинают готовиться к одному из главных праздников мусульман – Мархаж, в преддверии которого традиционно цены на большинство продуктов подскакивают вверх. Какова ситуация на местах, проверили сотрудники Министерства экономического развития региона. Итоги проверки подвели уже на совещании. Лейла Гайсанова расскажет. Килограмм мяса, который за последний год не превысил 280 рублей, сейчас стоит столько же. А вот помидоры и огурцы постепенно дешевеют. Красные томаты, которые стоили 140 рублей, теперь можно купить за 80, 90 и 100. На рынке «Дары природы» Карабулака предприниматели завышать цены не планируют. Они хотят в этом месяце получить больше духовную выгоду, чем материальную. Бананы были по 100, по 70, яблоки. Наоборот, на рынок приехали представители Министерства экономического развития Ингушетии, чтобы проверить ценовую политику. Цены скажите, мы просто запишем цены. Подойдите сюда, пожалуйста. Специалисты отмечают, здесь цены на молочную продукцию снизили аж на 50 рублей. Да и дирекция рынка дала указание не повышать стоимость товаров. Можете проверить. Цены у вас приемлемы. Да. Ну, желательно, знаешь, чтобы до конца продержались. Впрочем, продавцы, которые все же решили повысить цены, в конечном итоге получат разве что убыток, поскольку покупатели все чаще закупают продукты в преддверии праздника непосредственно у поставщиков. Следят за ценами и в магазинах, чтобы не потерять своих постоянных клиентов. Я всегда в этом магазине отовариваюсь. В этом магазине всегда нормальные цены. И на Мархаже я не заметил, что они цены подняли. И в прошлый раз, и в этот раз я вижу нормальные цены. Повышение цен не относится к этому магазину. Здесь всегда недорогие цены и нормальное обслуживание. Резкий скачок в стоимости на большинство продуктов пока не наблюдается, за исключением нескольких частных точек. А какой будет ценовая картина в преддверии священного праздника, станет ясно позже. Но рабочей группой планируется проводить тщательный контроль вплоть до окончания Рамадана. Есть, конечно, некоторые овощи по повышенным ценам. Мы с ними проводим беседу, чтобы цены не поднимали. На другую продукцию, это как огурцы, помидоры, мясо-молочную продукцию, цены не подняли. Поддержание цен на оптимальном уровне сегодня обсудил и министр экономического развития региона с директорами рынков и торговых рядов. Необходимо предпринять меры, чтобы не допустить повышения стоимости продуктов. Так, главой республики было дано поручение снизить в этот месяц арендную плату предпринимателям и объявить конкурс среди рынков на самые низкие цены в период месяца Рамадан. По словам министра, больше остальных в этом деле на данный момент преуспели на торговых рядах в Сундже, близ старой автостанции. Такие точки необходимо рекламировать, уверен Умалат Эршхоев, чтобы потребители знали, где можно купить продукцию подешевле. Сегодня люди не знают, что на каком-то рынке низкие цены. Они видят высокие цены и начинают везде звонить, жаловаться, писать. Для этого им надо показывать, где есть такая же продукция, такого же качества, но более по низким ценам. Как известно, беспокойство по поводу цен в преддверии Мархаж начинается только в Ингушетии, и продавцы часто ссылаются на то, что оптовики в других регионах поднимают цены, и поэтому повышение стоимости товаров здесь в основном вынужденная мера. Но эту нездоровую тенденцию необходимо менять, уверены в министерстве. Выйти на руководство продукты и посмотреть их цены. И не только продукты, можно и в Чечню, и посоветовать. Хорошо. Какие бы меры ни принимала Минэко, людям самим надо задуматься, нужно ли наносить такой большой урон семейному бюджету. Ведь большую часть купленных в эти праздничные дни продуктов просто выбрасывают. Тогда зачем все это? Если не будет спроса, не будет и предложения. Лейла Гайсанова, Хамзат Халухоев. Новости 24.